Более 10 лет на рынке медицинских услуг. Позади путь от кабинета МРТ до многопрофильного лечебно-диагностического центра. Сегодня в Сухуми успешно функционирует частная клиника МРТ «Абхазия». Долгое время она была единственной в стране, которая проводила магнитно-резонансную томографию. Появление в республике МРТ облегчило жизнь пациентов, которым приходилось выезжать за пределы Абхазии. Сегодня клиника расширила спектр предлагаемых услуг, в числе которых лабораторная диагностика. Врачи убеждены, частные клиники являются подспорьем для государственных медучреждений. Сегодня мы расскажем о работе клиники МРТ «Абхазия». Вредно ли проводить МРТ-исследования, где можно посетить специалиста-аллерголога, и как врачам удается совмещать работу в частных и госучреждениях. Ответим и на эти вопросы. Вы смотрите программу «Пациент». Мы выходим в эфир по вторникам на канале Абхазского телевидения. Открытие новых центров с теми же направлениями, что и в нашем центре, да, конечно, это конкуренция. Но конкуренция заставляет работать над собой. В этом заключается отличие МРТ, то, что его можно проводить многократно. Частная медицина дополняет, можно сказать, государственные медучреждения в плане всех диагностик, лечения, также ведения пациентов. Когда выявляем патологии очаговые образования в печени, мы назначаем дополнительное обследование, эластографию, эластометрию печени. Происходит вечером, ночью ДТП, и коллеги с республиканской больницы просят открывать нам центр. Мы никогда не отказываем, так как это жизнь пациента. В 2014 году в Сухуми открылся МРТ-центр. Это событие было обусловлено необходимостью оперативного и более точного диагностирования пациентов. То, что аппарат действительно достоин внимания, и то, что он не уступает российским аналогам, находящимся там в Сочи и в Адлере, это тоже правда. Должен вам заметить, что это снимет массу проблем у наших пациентов. И я думаю, наших докторов тоже в том числе, конечно. Хочется поздравить наших коллег, что у них получилось привести в Абхазию такой аппарат. До сегодняшнего дня у нас не было возможности исследовать эти мекотканные структуры. Мы отправляли всех пациентов в Россию. С сегодняшнего дня надеюсь, что будем исследовать здесь и оказывать своим гражданам помощь на месте. Идея создания центра принадлежала Баталу Тарба. Изначально был завезен высокотехнологичный аппарат МРТ, который позволял детально выявлять патологии у пациентов. Тогда это было единственное подобное оборудование в стране. Так как в Абхазии не было такой диагностики, людям приходилось вести пациентов за пределы Республики Абхазия на эти исследования, что создавало особые трудности для пациентов, потому что пациенты были в тяжелом состоянии, некоторые не подлежали транспортировке. И вот возникла такая идея, и был завезен аппарат МРТ. Это, конечно, намного облегчило работу государственных учреждений, да. Большой поток пациентов был, людям не приходилось выезжать за пределы нашей страны. Сегодня МРТ Абхазии – один из крупнейших в республике частных медицинских центров, предоставляющих большой спектр услуг. В клинике ведется прием детей и взрослых. По-прежнему основным направлением в работе являются МРТ-исследования. Здесь также можно пройти ультразвуковую и кардиодиагностику, сделать электроэнцефалограмму, фиброгастродуоденоскопию, лор-эндоскопию. Здесь работают кабинеты гинеколога, отоларинголога, невролога, эндокринолога, гастроэнтеролога, терапевта, флеболога. Помимо МРТ у нас ультразвуковая диагностика, анализы экспертного уровня. Совсем недавно, пару лет назад, мы приобрели эндоскопическую систему для исследования лор-органов, которой также не было на протяжении всех этих лет в Абхазии. Это являлось золотым стандартом диагностики лор-органов. И для того, чтобы нашим людям не приходилось выезжать за пределы республики, возить своих детей по несколько раз, мы приобрели данную видеоэндоскопическую систему, что также, конечно, облегчило диагностику
диагностику для всех наших врачей. Хотела бы рассказать про эндоскопические исследования, это гастроскопия, колоноскопия. У нас работает несколько врачей-эндоскопистов, да, мы постоянно тоже стараемся развиваться в этом направлении. Мы приобрели недавно, значит, видеоколоноскоп последнего поколения, то есть все оборудование мы стараемся приобретать последнего поколения, да, потому что все-таки это и качество. МРТ Абхазия – единственная клиника в нашей стране, сотрудничающая с научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора. Анализы принимаются ежедневно и отправляются в Москву. Кроме того, работают пункты забора крови во всех городах Абхазии, что делает диагностику доступной каждому пациенту. Все исследования выполняются по высоким стандартам с контролем качества на каждом этапе. Мы единственная клиника в Абхазии, которая сотрудничает с научно-исследовательским институтом Роспотребнадзора города Москва. Это целый институт, который зарекомендовал себя на протяжении многих лет. Анализы в нашем центре пользуются большим спросом, и каждый день мы наблюдаем, что количество наших пациентов, конечно, увеличивается. Это реально, то есть мы же видим по отчетам, да, что количество людей, все больше людей пользуются нашей лабораторией. Год назад был открыт новый филиал, где функционируют кабинеты компьютерной томографии и рентген-исследования. КТ здесь проводят с внутривенным контрастированием, которого до этого не было в Абхазии. Чтобы открыть частное медицинское учреждение, нужно точно так же пройти все этапы лицензирования, а затем и все виды проверок в соответствующих органах. Существует свод стандартов лечения, которые обязательны для врачей, независимо от того, в каком лечебном заведении они работают. Мы стараемся брать на работу, во-первых, врачей тех специальностей, которые, например, нет в центре. Многие доктора совмещают, да, с госучреждениями, это, понятно, и опыт другой, но и молодых специалистов мы тоже рады видеть в нашем центре. И многие молодые специалисты, да, в ближайшее время уже проявляют себя с очень хорошей стороны. В нашем центре большое количество врачей разных направлений, и каждый из них, конечно, постоянно совершенствуется, но медицинский центр тоже помогает в обучении врачей. Мы посылаем их на различные курсы. Мы, когда внедряем периодически новые исследования, соответственно, для этого врачи должны быть обучены, и мы оплачиваем им поездки на обучение, на повышение квалификации. Однако наладить работу в частных центрах не так просто, как это может показаться, ведь они рассчитывают только на себя, никаких дотаций от государства у них нет. Если мы будем работать плохо, никто к нам не придет, говорят администрация и коллектив клиники. Поэтому они прилагают все усилия для обеспечения высококвалифицированного, эффективного и безопасного обследования и лечения пациентов. Практически все врачи, которые работают здесь, параллельно работают и в государственных медучреждениях. Оборудование было куплено 3 года назад по моей инициативе. По просьбе было, благодаря соучредителям, куплена данная эндоскопическая стойка. Она являлась единственной эндоскопической стойкой в Абхазии. До этого у нас, к сожалению, не было. И, казалось бы, за банальным рутинным исследованием нашим гражданам приходилось выезжать в Сочи, в Россию. Мы работаем на нем уже на протяжении 3 лет. На самом деле это золотой стандарт диагностики лор-органов. Благодаря данному эндоскопу мы можем диагностировать те болезни, которые мы не можем увидеть просто при обычной консультации. В России этот аппарат в каждой клинике стабильно стоит, и сейчас хирургия практически в России на всем уровне вышла только на эндоскопическую фейс-хирургию. Поэтому хотелось бы, чтобы в Абхазии появилась не только диагностическая эндоскопия, но и хирургическая, потому что в России и за рубежом уже оперируются полностью только эндоскопической, то есть видеть операционное поле эндоскопически. С недавних пор в МРТ Абхазии работает врач-аллерголог. Это редкая специальность для Абхазии. Рашида Лаби окончила Российский университет дружбы народов в Москве. После учебы она начала работать терапевтом в Гудаутской больнице и параллельно в МРТ. Говорит, очень много аллергиков в стране. Если раньше им приходилось выезжать в Сочи, то теперь такой необходимости нет.
Ну, во-первых, это связано, что как бы со временем количество аллергиков возрастает, так сказать. Если раньше такой профессии вообще не было, то сейчас, наверное, как-то это связано с климатом и в целом с увеличением количества аллергических заболеваний, то да, количество больных оно возрастает, и поэтому пациенты как бы вынуждены обращаться за помощью. То есть это актуальная проблема на сегодняшний момент, аллергические заболевания. И мы живем на юге, у нас много растений, то есть пыльца растений — это основной как аллерген, который вызывает симптомы аллергических заболеваний. В частной клинике удобно, что как бы это не стационар, ты работаешь строго по графику, по записи, определенные как бы ты знаешь, когда у тебя начинается день, там строгий график, но это удобно. Ты тут занимаешься только аллергическими заболеваниями. То есть если я в Гудауте еще и как терапевт работаю, то тут я только по своей специальности. Интересно работать в своей сфере, с каждым днем количество больных возрастает, то есть новые клинические случаи интересные и разные заболевания, то есть действительно интересно. Недавно руководством клиники был приобретен УЗИ-аппарат экспертного класса 2025 года выпуска. На нем можно будет проводить эластографию. Это современная неинвазивная методика исследования печени, позволяющая с высоким уровнем точности определить степень фиброза. Такой вариант диагностики также помогает выявить признаки стеатаза. Эластография на сегодняшний день является наиболее быстрым, информативным и безопасным способом оценки состояния одного из важнейших органов человека. Здесь можно все виды исследований проводить ультразвуковой диагностики. Также будет аппарат предоставлен для эластометрии. Эластографию будут проводить печени и всех органов в том числе. Да, у нас очень много пациентов, также к гепатологу-гастроэнтерологу мы часто направляем. Когда выявляем патологии, очаговые образования в печени, мы назначаем дополнительное обследование, эластографию, эластометрию печени. Также можно и увидеть, если образование есть в щитовидной железе, образование в молочных железах, образование малого таза. Также можно смотреть структуру поражения органов эластометром специальным, эластографом. Проводить эластографию на новом аппарате учится врач-гастроэнтеролог, гепатолог Мактина Тарба. Сейчас она осваивает профессию УЗИста. Мне это нужно, так как моя специальность напрямую связана с необходимостью проводить эластографию. И я практически каждый день сталкиваюсь с пациентами, у которых заболевание печени, говорит она. Мы достаточно часто сталкиваемся с заболеваниями печени, желудочно-кишечным трактом. Почему часто сталкиваемся с гепатитами? Потому что контингент наркозависящих очень высокий. Как врач-гепатолог я советую всем гражданам каждые полгода сдавать анализы на гепатиты и проверять состояние своего здоровья, проводить чекапы организма. Частная медицина – помощь здравоохранению? Вот ваше мнение, и почему? Во-первых, не все методы диагностики, именно диагностики, представлены в наших государственных учреждениях. То есть тот же МРТ-аппарат, ультразвуковая диагностика на усовершенствованном уровне. То есть любая частная клиника, она пытается превзойти в плане диагностики, завозить последнюю аппаратуру, инвазивные, неинвазивные методы диагностики усовершенствовать. То есть вклад частной медицины, он очень большой. И, соответственно, диагностика и все лабораторные инструментальные методы диагностики, которые усовершенствованы, они, соответственно, нам дают возможность установить точный диагноз. В этом большой плюс частных клиник. Но они конкурируют между собой или все-таки дополняют? Дополняют. Я считаю, что они дополняют друг друга, потому что и там, и здесь есть свои плюсы и минусы. Ну, так как в частной клинике у нас нет стационара, а стационар – это одно из главных золотых звеньев в медицине, то есть мы наблюдаем пациентов, смотрим за их состоянием, выздоровлением на этапе стационара. В частных клиниках мы такое, конечно, осуществить не можем.
у нас нет возможности уложить пациента в частной клинике, стационарно его вести. Соответственно, это государственные учреждения, которые нам помогают в этом плане. Не то, что помогают, а частная медицина дополняет, можно сказать, государственные медучреждения в плане всех диагностик, лечения, также ведения пациентов. Конечно же, основным направлением центра остается МРТ-исследование. Используемое оборудование 1,5-тесловое, которое позволяет оценивать состояние внутренних органов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и так далее. Ввиду растущей популярности магнитно-резонансной томографии, позволяющей визуализировать самые незначительные изменения в тканях и органах, возникает закономерный вопрос, насколько безопасно проводить МРТ-исследование, какие могут быть последствия и существуют ли связанные с ним факторы риска. Специалисты говорят, что вред организму МРТ принести не может, так как не имеет ничего общего с радиационным излучением. Метод магниторезонансной томографии является абсолютно безопасным методом. При нем нет никакой лучевой нагрузки, ни ионизирующего излучения, которое используется при таких методах, как рентгенография, компьютерная томография. В этом заключается отличие МРТ, то, что его можно проводить многократно на фоне проводимого лечения, и этот метод является абсолютно безвредным. Врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук Вадим Царгуш более 10 лет работает в центре. Он также совмещает работу в российских клиниках. Параллельно занимается научной деятельностью, изучает нервно-мышечные заболевания. Много раз с докладами выступал на различных научно-практических конференциях. Вадим говорит, что его работа помогает глубже изучать данную тематику, поэтому он не онлайн, а на месте занимается расшифровкой данных. У нас самое основное преимущество заключается в том, что у нас доктор работает здесь на месте. Он контролирует весь процесс сканирования самого исследования, общается с пациентами, собирает у них анамнез, жалобы, выбирает наиболее подходящий, оптимальный протокол сканирования в зависимости от целей и задачи исследования, которые ставятся направляющими врачами, которые к нам направляют этих пациентов. То есть это является основным преимуществом, то, что доктор у нас здесь на месте находится. Какая клиника лучше, государственная или частная? Выбор между государственной и частной клиникой зависит от множества факторов, включая личные предпочтения, финансовые возможности и конкретные медицинские потребности. Современная медицина уже давно не бесплатная. Каждый поход к врачу – это гарантированные расходы. И если сам прием в государственной клинике будет бесплатным, то анализы, дополнительное обследование, лекарства – на все придется потратиться. Именно поэтому многие предпочитают частную медицину. Платить тут тоже нужно, но все ориентировано на пациента, на его комфорт. В нашем центре мы стараемся, конечно, не завышать цены. Понятно, что в сравнении с государственными учреждениями здесь цены выше, но мы ориентируемся в плане исследований, те же МРТ, КТ исследования, ориентируемся на цены в тех же медицинских центрах в городе Адлере, в Сочи. И мы стараемся не завышать, поэтому мы ориентируемся на ценовую политику в медицинских центрах города Сочи, Адлера и не превышаем, стараемся делать цены приемлемые для всех слоев населения. Финансирования у нас нет. Все, что приобретается, все оборудование, расходные материалы, все происходит за счет владельцев нашего центра. Владелец у нас Джикерба Аида Миродовна и учредители из России. Мы оказываем помощь малоимущим, многодетным семьям. Мы сотрудничаем с центрами КЕРАС, Ашана. Мы делаем для них исследования для подопечных этих центров бесплатно. Также фонд инвалидов, инвалиды Отечественной войны Республики Абхазия проходят у нас исследования бесплатно при сотрудничестве фонда инвалидов. Также Министерство здравоохранения направляет к нам пациентов, и они проходят исследования у нас бесплатно.
А пожилым, малоимущим, которые просто к нам обращаются, бывают, не имея денег, исследования, мы понимаем, МРТ-исследования, они бывают не дешевые, бывает у пациента не одно исследование, им приходится по 2-3 исследования проходить. Много у нас онкологических пациентов. Мы, конечно, сами идем навстречу и просто либо делаем скидку, либо совершенно бесплатно их проходим. Частная медицина на сегодняшний день – это про здоровье нации, здоровье населения, или же это бизнес? Понятно, что мы медицинский центр, и это частная организация, и цены отличаются, конечно, от таковых в государственных учреждениях. Но да, мы частный центр, но на первом месте все-таки у нас, у врачей, да, у всех, кто здесь работает, на первом месте стоит здоровье пациента. Конкуренция на рынке медицинских услуг между государственными и частными медицинскими учреждениями, безусловно, существует. Но от этого выигрывают только пациенты, считают врачи. В результате растет профессионализм и компетентность врачей, улучшается качество обслуживания. Ведь если пациентов будут обслуживать плохо и не будет результата от лечения, то пациент не вернется в медицинское учреждение. Скажите, вот вы не единственный частный центр. Сейчас в Абхазии такая тенденция, что открываются частные центры. Как вы собираетесь выдерживать конкуренцию? И открытие другого частного центра для вас это конкуренция? Открытие новых центров с теми же направлениями, что и в нашем центре, да, конечно, это конкуренция. Но конкуренция заставляет работать над собой, поэтому это способствует улучшению нашей работы, улучшению качества исследований, внедрению нового оборудования. И это заставляет нас работать лучше. Но от этого кто выигрывает? Пациенты. Улучшается качество работы, хотя мы и так стараемся, да, над этим работать, но конкуренция тоже дает свои плоды. МРТ-центр плотно сотрудничает с государственными учреждениями, чаще всего с республиканской больницей. Ведь без МРТ-диагностики врачам сложно ставить диагнозы. Необходимость в срочном диагностировании больного бывает часто. К примеру, при ДТП, которые случаются чаще всего в ночное время. Происходит вечером, ночью ДТП, и коллеги с республиканской больницы просят открывать нам центр. Мы никогда не отказываем, так как это жизнь пациента. Мы открываем наш диагностический центр, чаще это КТ-центр, для того, чтобы принять этих пациентов экстренных, у которых нет времени ждать эти исследования, например, до утра. В клинике используют современный метод похудения – баллонирование желудка. Это эффективный эндоскопический способ снижения веса при ожирении. Суть метода – установка внутрижелудочного баллона во время обычной фиброгастроскопии. Баллон заполняется жидкостью и занимает большую часть внутреннего пространства желудка. В результате даже небольшая порция пищи вызывает чувство насыщения. Количество потребляемой пищи и калорийность рациона значительно уменьшается. В большинстве случаев баллон устанавливается на 6 месяцев, после чего удаляется. Баллонирование желудка – востребованный способ похудения. После установки внутрижелудочного баллона пациент теряет до 30% от исходной массы тела. При необходимости дальнейшего снижения веса возможна установка нового баллона через месяц после извлечения предыдущего. В нашем центре недавно появилась процедура установки внутрижелудочного баллона. Она показана пациентам с избыточной массой тела, поможет без оперативных вмешательств сбросить лишние килограммы. Противопоказаниями к установке внутрижелудочного баллона могут служить эрозии, язвы и другие органические поражения желудочно-кишечного тракта. Поэтому перед установкой необходимо пройти диагностическую гастроскопию. Конечно, как и любая клиника, МРТ-центр не стоит на месте, развивается, как говорится, идет в ногу со временем. Привлекаются новые технологии, обучаются специалисты. Ведь только ремонта и удобной мебели недостаточно для организации лечебной работы. С учетом этих факторов и растущей конкуренции МРТ-центр планирует расширяться. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Мы постоянно внедряем новые обследования, новую аппаратуру, и в дальнейшем мы также планируем поменять наш МРТ-аппарат. В планах также приобрести маммограф на территории этого центра. Поэтому мы потихоньку
развиваемся и не стоим на месте. Выбор между частным и государственным учреждением – это управление рисками и ресурсами. Чтобы принять наилучшее решение, изучите всю информацию о клиниках и врачах. Только затем принимайте решение. В конце концов, ваше здоровье – это ваш самый важный актив, и жалеть денег на него не стоит, если они, конечно, есть. Предпочитаете вы частную клинику или государственную, неважно, главное не запускать болезнь. На этом я прощаюсь с вами, будьте здоровы и до новых встреч!